Время это, начало 17 века, в российской истории называют не иначе как смутным временем. 15 лет народных выступлений и мятежей, правление самозванцев, польской и шведской интервенции, разрушение верховной власти и разорение страны. Время это некоторые историки справедливо считают первой гражданской войной. И вновь заволновались, обрадовались обитатели южных степей, чуя скорую поживу. Еще бы, веками кормились степняки стремительными набегами, разбоями, творимыми порой безнаказанно. А сейчас и подавно, некогда России заниматься границами, государство бы сохранить. В эту тяжелую годину Отечество наше могло спасти только народное ополчение. Однако в большинстве краев и областей не хватало уже духовных и физических сил для воплощения ее в жизнь. Невиданные беды выпали на долю основной массы населения – крестьян. Пожалуй, единственным краем, способным выставить достаточно мощное войско, оставалось Среднее Поволжье. Центром организации нового ополчения сделался Нижний Новгород, а его руководителями стали глава местной власти нижегородский земский староста Кузьма Минин и представитель государственной военной элиты князь Дмитрий Пожарский. Призыв о помощи Москве получил широчайшее распространение и отклик среди населения Мордовского края. Служилые люди мордовские, казаки, мурзы, крестьяне Нижегородского уезда, Арзамасского уезда, впрочем, как и русские люди уездов Поволжья, Среднего Поволжья, пожаловали, отдали на поддержку ополчения пятую часть своего имущества. И в очень короткое время из служилых людей, тех же казаков, тех же мордовских мурз, да и крестьян, в общем-то, были сформированы отряды, которые вскоре присоединились к основному ополчению. Об этом существует, в общем-то, масса документов. Наверное, можно один какой-то процитировать. Вот отписка арзамасского воевода Доможирова. Такие строчки можно читать. Голова Алексей Иванович Пожаков, с казаки, и с мурзы, и с татары, и с мордвою на земскую службу Владимир пошел января в 12-й день. И таких документов, в общем-то, много, и за этой строчкой очень многое стоит. В Ярославле, освобожденном от поляков, создается Совет всея земли. В него входят представители многих городов российского государства, народов. И мордовский народ там тоже был представлен служилым человеком Научаем Суроватова. История России – это во многом история набегов, вторжений и нашествий. Вот и в эту тяжелую годину распад российского государства был выгоден степнякам, совершавшим регулярные набеги на его окраины. Поэтому их походы, участившиеся в смутное время, преследовали не только грабеж, но и поддержание нестабильной политической ситуации на Руси. Особенно ясно последняя цель проявилась в конце лета 1612 года, когда, по свидетельству летописца, за неделю до Аспожина дни, Аспожин день 1 сентября, приходили на арзамасские места крымские и ногайские люди. Нижегородское ополчение к этому времени уже перешло во Владимир и Ярославль и готовилось к освобождению Москвы. В этих условиях неожиданный удар по тылам войска Минина и Пожарского вполне мог привести к его распаду и возвращению значительной части ополченцев в родные места для защиты семей. Поредевшие гарнизоны сторожевых линий не смогли сдержать натиска многотысячной крымско-ногайской конницы. Путь на Нижний Новгород был открыт, и тогда алатырский воевода Андрей Хилков обратился за помощью к мордовским князьям и прежде всего к князю Баюшу. Помощь была оказана. Собрав алатырских мурз и мордву и всяких служивых людей, в дополнение к своей дружине, Баюш двинулся против степняков.
Задача, которую предстояло решить Баюшу, была достаточно сложной. Во главе нагайцев стоял опытный Аксак Кельмамедь Мурза из рода Тинмаметьевых. Прорвавшаяся через сторожевые линии вражеской конница вышла к Буртасской дороге и устремилась на Арзамас. На ее пути стояла Чукальская крепость, в которой засел Баюш со своим отрядом. В наше время село Чукалы Большеигнатского района является сравнительно небольшим поселением, но в начале 17 века оно играло роль своеобразного политического и религиозного центра для значительной части Мордвы. Здесь собирались съезды мордовской знати и проводились важнейшие религиозные праздники, главным из которых является Раскин Оскс, то есть родовые моления. Место его проведения выбрано не случайно. Здесь, по некоторым источникам, захоронено около 11 тысяч воинов – русских, эрзян, марийцев, чувашей, удмуртов – после битвы с нагайцами. Братская могила выполнена в виде кургана. Под курганом находится каменный саркофаг с останками, на котором имеются старинные надписи, но узнать их суть пока никому не удалось. Впрочем, это может быть красивой легендой. Именно здесь, в Чукалах, во время родовых молений вспоминают легендарных эрзян, и в их числе и Нязора, то есть князя Баюша. Нагайский Мурза Курмамедь осадил Чукалы и в течение 2 дней безуспешно пытался их взять. Затем собранные Баюшем подкрепления нанесли удар по тылам нагаев. Одновременно осажденные сделали ряд вылазок. Утратив важнейший для них фактор внезапности, кочевники стали отходить в степь по Буртасской дороге. Небольшая, но хорошо вооруженная рать Баюша двинулась за ними и настигла их в лесу у ордатовских ворот сторожевой линии. В это время мордовские воины напали на него. Бросая обоз пленных и лошадей, тысячи степняков пробрались через засеки и устремились к Алатырю. Однако в этом месте река делает петлю, огибая болотистую низину, покрытую множеством озер. По берегам Алатыря засели мордовские лучники. Тяжелые стрелы косили нагаев сотнями. Разгоряченные воины Баюша, преследуя врага, рубили направо и налево, не слушая криков о пощаде, пока не погибло все войско пришельцев. В жалобной грамоте князю Баюшу, пожалованной царем Михаилом Федоровичем Романовым, говорится: Баюш пришел на пьяную реку, на Чуколы, и тут, где с нагайскими людьми был бой 2 дни, и в деревне Чуколе в осаде сидели, и на вылазках многих нагайских людей побили и переранили. Да и в Ордатовском лесу, в Воротях, был бой с нагайскими людьми. Побили нагайских людей с 500 человек
Да у них же, у нагайских людей, убили Мурзу, Курмаметя, и знамя взяли, и их прогнали к озерам. И многие от того побою нагайские люди потопли, и отгромили у нагайских людей на том деле всяких людей 7000. Так закончилась эта битва, одна из крупнейших в стране в период смутного времени. Организаторский и полководческий талант мордовского князя и доблесть его воинов спасли от смерти и рабства десятки тысяч русских и мордовских крестьян, оберегли юго-восточную окраину страны. Но главная заслуга Баиша в тот ответственный момент российской истории заключалась в том, что он защитил тылы ополчения Минина и Пожарского, обеспечил возможность приступить к освобождению Москвы. Заслуги мордовского князя были высоко оценены. Он был удостоен титула российского князя и поместья. В жалованной грамоте на его имя говорилось: «И за ту его, за многую службу, и за отечество, дать ему Баише, Мурзе Разгильдееву, княжество, и впредь у них того княжества, и у его детей, и его родства не отымати». И сейчас его помнят и чтут на родине. Вот здесь, неподалеку от села Рындино в Чувашии, находится могила легендарного князя. Я помню, еще был пацаном, сам я родом из Трудакова, и вот здесь было небольшое озерцо, и мы ходили купаться в Трудакова, поскольку у нас водоемов нету. И вот проходя здесь вот рядом, где-то вот, где машину у нас сейчас остановили здесь, и там дорожка была. И вот были и времена, тоже интересовался, а почему здесь вот могил какой-то, холмик какой-то, почему здесь вот не пашется, заросли здесь. И вот я еще с тех времен слышал о том, что здесь захоронение основателя села. На этом месте был небольшой холмик, крестик стоял деревянный, он был подгнивший. Здесь также были заросли вот этих деревьев. Потом мы это место благоустроили, поставили памятный камень. Место было всегда святым местом. Веками Мордва отражала набеги степных воинственных племен. Тысячи и тысячи героев пали в бесчисленных битвах за родную землю, и мы никогда уже не узнаем их имена. А имя Баиша и подвиг его воинов известны. Их победа над сильным и безжалостным врагом стала символом жизнестойкости мирного мордовского народа, его окончательной победы в столкновении с диким полем. По праву князь Баиш вошел в историю мордовского народа, в историю Отечества нашего, как национальный герой.